распростерта Ленина рука. Бьет на бат интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Миру мы несем рассвет весенний, это не высокие слова. И в сердцах грядущих поколений вечно революция жива. Бьет на бат интернационала, пламя октября в глазах бойца. Разрешите видеть колонистов трудящихся группы, посвященных 105-й годовщине Великой Октябрьской фашистской революции, объявить открытым. Ура! Дорогие товарищи и друзья! 105 лет назад зал крещеного Рова возвестил о рождении новой эры. Октябрь 17 года стал грандиозным событием мировой истории. Начался переход человечества к социализму. Воплощалась в жизнь вековая мечта народов о справедливом обществе. Рабочие крестьяне впервые обрели свое государство и стали хозяевами отчизны. Они превратились в творцов новой жизни. В стране Советов раскрылось величие человека, о котором так образно говорил Максим Горький. Отныне слово «человек», рабочий, крестьянин зазвучали поистине уважительно и гордо. Великий Октябрь помог нашей стране родиться заново. Способ разрухи, хаоса вывел в лидеры мирового развития. Грандиозный исторический подвиг ленинского ГЛО, сталинских пятилеток, красного стяга над Рейхстагом, гагаринского космического полета. Ценности справедливости и созидательного труда, равенства людей, братства народов были подняты на невиданную высоту. Социалистическая революция открыла эпоху экономического и культурного взлета трудовых и боевых подвигов. Она создала в удивительное время Алексея Стаханова, Валерия Чкалова, Георгия Жукова, Михаила Шолохова, Игоря Курчатова и Андрея Туполева, Константина Рокоссовского, Сергея Королева, Константина Симонова, Сергея Илюшина, Зойка Свидянская и Веры Мухиной. Исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Наша великая страна стала примером дружбы и братства народов, бросила смелый вызов всем формам рабства, расизма и коммунизма. В сердцах трудящихся по всему миру зажегся яркий огонь надежды и созидания. Эта могущественная добрая воля позволила восстановить современный Китай, вдохновили на победу народа Вьетнама и Кореи, помогли совершить текущую революцию и разрушить колониальную империю. Он там стоит. Коммунизма вновь рушит Россию, а схватка с фашизмом стала реальностью. Предоставить слово Филатею Ивановичу Романову, секретарю Якутского городского комитета партии. Дорогие товарищи, сегодня в 105-ю годовщину Великого Октября мы собрались здесь, на площади Орджоникидзе. Нас достаточно много, нас более 100 человек здесь, по-моему 200, может быть, да. Значит, люди действительно помнят этот праздник, главный праздник Советского Союза. Я должен сказать, что так называемые наши российские либералы-демократы, которые попытались свернуть нас с верного пути, фактически завели страну в тупик.
И мы сейчас будем возвращаться на реальную дорогу прогресса и счастья. Потому что вот то, что они погнались за Европой, за Западом, все это оказалось тупиком. Запад нас не любит, Запад повернулся к нам спиной. Мы должны опираться, как это и говорил Владимир Ильич Ленин, на Китай, Индию, на другие развивающиеся страны, которые помогут нас в борьбе с империалистическим Западом. Вот в этом году мы отмечаем 100 лет Советскому Союзу. Я надеюсь, что наша страна, Российская Федерация, вновь возродит Советский Союз. Может быть, как конфедерацию, но все равно союз народов, проживающих в бывшем Советском Союзе, будет восстановлен. Также, я думаю, вполне возможно, будет восстановлен и Коминтерн. Мы должны объединить все коммунистические рабочие партии и силы, которые есть и на Востоке, и на Западе, и на Юге, и на Севере нашей планеты. Я думаю, действительно, столбовая дорога, как говорили Маркс и Энгельс, столбовая дорога человечества — это путь к коммунизму. Это, значит, борьба с капитализмом, который изживает себя, и победа нового строя. Строя свободы, демократии, равноправия, дружбы народов и в целом народного счастья. Дорогие друзья, товарищи, от всей души поздравляю всех вас с замечательным праздником, с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрь действительно великий. Октябрь открыл новую эру в истории человечества. Открыл так мощно и показал всему миру его колоссальную созидательную силу. Отсталая страна за короткие годы превратилась во вторую державу мира, которая принесла мир и спокойствие во всем мире в течение тех лет, которые была на власти. Итогами октября стала и победа советского народа в Великой Отечественной войне. Какие там были призывы? За Родину, за Сталина. За какую Родину? За советскую Родину. И сегодня, в принципе, мы правильно все вступаемся за русский мир. Но мне кажется, если бы наша власть поняла, что подлинное единство народов создала именно социалистическая страна, Союз Советских Социалистических Республик, и в этом их сила, в этом их единение. Поэтому я думаю, что если бы наряду с лозунгом «Спасем русский мир» был лозунг за советскую Россию, за социалистическую Россию, наши успехи были бы быстрее. А Великий Октябрь шествует дальше по миру. Сегодня почти половина человечества идет, по сути дела, по социалистическому пути. И это нам прекрасно показывает современный Китай. Поздравляю вас с праздником! Да здравствует социализм! Да здравствует Союз народов СССР! Ура, товарищи! Поздравляю вас с великим праздником, праздником Великого Октября, Великой Октябрьской социалистической революции. Ура! Владимир Ильич Ленин писал, что из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит, насколько в нем участвуют женщины. И именно социализм, опыт Советского Союза, первого в мире социалистического государства, утверждает, что решение женского вопроса является закономерностью социалистической революции. Только победа социализма обеспечивает полное раскрепощение женщины. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин много работали над решением женского вопроса. И только социалистический строй решил вопрос женщин, дал им избирательное право и реализацию в общественной работе, в трудовой деятельности и в семье. Надежда России женское движение вложила большие усилия для того, чтобы
от мобилизации были освобождены отцы, которые имеют троих детей. А вы, наверное, помните, что по первому указу президента Путина 4 детей было указано, да ведь? Но мы же знаем, что многодетными семьями являются 3 детей. Нина Останина, депутат Государственной Думы, продолжает работать над положениями о том, чтобы в семьях, имеющих ребенка-инвалида, и в семьях беременная женщина, имеющая 2, 3-м ребенком беременные, также их отцы были освобождены от мобилизации. Еще раз поздравляю вас с праздником Великого Октября. Да здравствует Великий Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик. Ура, товарищи! Ура! Переходим к нашей резолюции. Мы, участники торжественного митинга, посвященного 105-й годовщине Великого Октября, собрались, чтобы подтвердить верность идеалам социализма, идеалам справедливости, дружбы, равенства и братства между народами. Текущие события подтверждают правдоуверенное тождественности понятия империализм и война. Как и 100 лет назад капиталисты сеют войну, войны по всей земле, грабят страны, стравливают народы на потеху буржуазии. Кровь, убийство, грабеж – такое реальное лицо цивилизованного Запада. Стремительно развивающийся Советский Союз стал не просто опасным конкурентом для мирового капитала. В лице нашего государства империалисты увидели могущественного противника, способного положить конец господству. В 1991 году великой державой не стало Советского Союза, но преданная, обманутая врагами Россия сумела очнуться от живого турмана либералов и ненавистников. Нам не в чем винуть себя, винить. Все эти смутные времена мы были в самой гуще борьбы за власть трудового народа. Мы отстояли ленинскую правду, вернули великие праздники, День Советской Армии и войну Морского флота, День победы советского народа над фашизмом. Мы возродили и укрепили Коммунистическую партию Российской Федерации, объединили в массовый протест стачечное движение и первыми протянули руку помощи естественному Донбассу. Мы убеждены, антикризисная программа партии, советский опыт современного Китая позволит восстановить все, что было. Вместе мы победим. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, вся власть народу. Ура, товарищи! Мы добавим, значит, сегодня же отправить обращение президента Российской Федерации в связи с тем остановить, значит, призвать к ответственности, к уголовной ответственности, конкретно назвать фамилии, обращение мы это сегодня направим. Принимается такая резолюция? Кто за эту резолюцию прошу голосовать? Единогласно. Митинг мы объявляем закрытым, но борьба усиливается и продолжается. Революция побеждает. Догорала сотни юных бойцов из буденовских войск, на разведку в поля поскакала. Сотни юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи.